На кону выход в финал и звание победителя. В красном самбист из Чеченской республики Яхсан Ахмадов, а в синем наш земляк Микаил Агиев. После нескольких минут захватывающего боя право выйти в финал получает ингушский спортсмен. Агиев всегда увлекался дзюдо, а в самбо пришел всего год назад. Но это не помешало бойцу забрать победу на 19-й секунде досрочно. Соперник дик вар, нахче вар соперник, дик боец варис, но дик латышканк вар, но суть алата. Нахче Ахматя, клуба Черворсканк, дик латышканк. Собор клубер вы, тренер вы Соборханов Ахмат, дик латышканк тренер вы. Сухихи хавал балсу учи, сумуга, цокотпя, ну сухихи хочу. Боевой самбо – вид спорта травмоопасный. В случае рассечения, растяжения мышц или другой травмы врачи готовы оказать первую помощь. На двух коврах одновременно выступают спортсмены разных возрастов. Выступления тех, кто помладше, нисколько не уступают по красоте и профессионализму. Далее на ковре встретились Ахмед Плиев и Ахмед Алиев в весовой категории 44 килограмма. Оба спортсмена в хорошей физической форме, но благодаря хорошей технической подготовке победу вырывает самбист синим. По баллам со счетом 5-2 участник красной формы. Даху без боя, соперник, диклад шуар, тренировки на сукот пялы, диквар соперник. Аскалат тюс с тобой десайся. Первый бой коттанус. И, наконец, полуфинал. В красном Рамзан Евлоев, в синем Ислам Авдиев. Весовая категория 62 килограмма. После 3 минут схватки право выйти в финал получает Евлоев. Следующими показать красивый бой выходит Магомед Аздоев и Арит Керифов из Дагестана. В весовой категории 57 килограмм. Воспитанник клуба Аздо. Магомед одержал чистую победу. Соперник был очень опытный. Он был борец. У него была базовая борьба была. Я собирался драться в стойке, но он проходил ноги. Я прочитал его и откидывание делал. Самбо является одним из самых популярных и массовых видов единоборств в России. В Ингушетии активно развивается профессиональное боевое самбо, где более широкий арсенал технических действий по сравнению со спортивным самбо, где удушающие приемы строго запрещены. Этот вид спорта, как борьба, дзюдо и смешанные единоборства, приобрели колоссальную популярность в регионе. У нас два направления. Одно направление – это официальное самбо, так называемое спортивное самбо, это аккредитованная версия, это версия Всероссийской Федерации самбо. В основном там ребята работают в борцовской технике. Там у нас работает Чахкиев Ибрагим, всем известный тренер, заслуженный тренер Российской Федерации. А профессиональное направление – это уже больше как бы подготовка ребят на ММА, панкратион, на грэпплинг. Всего же в профессиональном боевом самбо существует 5 разделов, и именно в 5-м разделе сегодня борются юноши. Это бои в куртках. Здесь оценивается ударная и бросковая техника. Всего же на турнире выступали юноши 3 возрастов – младшие, средние и старшие. Главный судья соревнований Валерий Волосных отмечает, что у ингушских спортсменов большое будущее в спорте. Раздел бой. Раздел для совершенствования ударной техники. Здесь минимум борьбы. В течение 3 секунд должен спортсмен взять захват и сделать бросок. Если не успевает, значит продолжается поединок по ударной технике. Внизу, в партере, в борьбе лежа, он должен за 5 секунд успеть сделать болевой или удушение. Вот такие правила. Соревнования очень интересные, зрелищные, динамичные, поскольку минимум борьбы, минимум вот этой вот статики, статических таких моментов и меньше вязкости. Желающих принять участие в подобных турнирах много, ведь каждая победа – это важный шаг в карьере спортсменов. Участников где-то приблизительно около 200 участников, 201-202 человека. Этот турнир является завершающим серии турнира по боевому самбо. В ходе предыдущих турниров мы отработали разделы поединки в куртках, поединки без курток, борьба в куртках, борьба без курток и последний раздел бой. Победители получат грамоты, кубки, медали и, что гораздо важнее, новый опыт. А также, в зависимости от того, сколько боев провел спортсмен, присуждаются разряды. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24.